Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь разработчиком учебного курса «Край», в котором я живу, и являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Хочу представить вам научного консультанта учебного курса «Край», в котором я живу, кандидата педагогических наук Эльвиру Ивановну Полякову. На сегодняшнем семинаре мы с вами поговорим об особенностях реализации учебного курса «Край», в котором я живу, на уровне начального общего образования. Поговорим о новом учебном пособии, которое также называется «Край», в котором я живу, для 2 класса. Рассмотрим содержание пособия, условное обозначение. И Эльвира Ивановна расскажет о некоторых аспектах работы с текстовым дидактическим материалом пособия. Думаю, многие из вас уже познакомились с содержанием программы учебного курса «Край», в котором я живу. Но мне хотелось еще раз сказать несколько слов о научно-методических основах курса и его тематическом планировании. Еще раз напоминаю вам, я на прошлых вебинарах уже говорил, что программа курса, она изменилась. Поменялись названия тем и разделов программы. Также в программе дополнены некоторые аспекты содержания, тематического содержания. На сайте «Открытое образование» Республики Коми есть последний вариант данной программы. Итак, учебный курс «Край», в котором я живу, он прежде всего краеведческий. А краеведение принадлежит к типу комплексных наук, то есть соединяет в себе сведения природоведческие, исторические, искусствоведческие, литературоведческие и другие. Самое главное, что их объединяет в том, что эти все сведения относятся к одной местности. На основании этого при отборе содержания учебного курса применен также комплексный подход, который выделяет 3 раздела. Первый раздел – это природа Коми-края. В этом содержательном блоке рассматривается природоведческое содержание, которое направлено на экологическое воспитание младших школьников. Второй блок раздел, который называется «Коми-край вчера и сегодня». В этом блоке рассматривается история Республики Коми, а также современное социальное, экономическое и политическое развитие нашего региона. И последний блок, который называется «Культурное богатство Коми-края». Он посвящен изучению культуры Республики Коми, а также традиционной культуры Коми-народа. Цель учебного курса «Край», в котором я живу, это формирование опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми-края. Давайте кратко рассмотрим задачи краеведческого курса. Первое – это формирование уважительного отношения к месту проживания, к своей семье, Республике Коми в целом, ее природе, культуре и истории. Вторая задача – это формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей. Третье – формирование у младших школьников активной гражданской позиции, патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему Коми-края. Да, вот здесь я хочу подчеркнуть, это очень важная задача, поскольку даже известный ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, он называл краеведение краелюбием. Следующее – это воспитание у младших школьников любви к своей малой родине, да, о чем я говорил. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. И формирование способностей и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни младшего школьника. При реализации программы необходимо учитывать следующие подходы. Это системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход и этнокультурный подход. Сейчас я предлагаю вам бегло просмотреть содержание тем программы краеведческого курса, поскольку все-таки у нас был уже
один вебинар, который был посвящен тематическому содержанию курса, поэтому на этом сильно не будем останавливаться. Но бегло все-таки, я думаю, что надо будет просмотреть обновленные названия тем, да, учебного курса «Край, в котором я живу». Итак, первый класс. На первый класс отводится 28 часов. 28 часов плюс, считайте, 5 часов резервное время. В первом классе в основном, не в основном, а будет только раздел «Культурное богатство Коми-края». Итак, следующая тема. Календарь охотника 2 часа. Традиционные занятия народа Коми 6 часов. Тема «Как в старину передвигались» 3 часа. В рамках данной темы будут изучаться традиционные средства передвижения Коми-народа. Четвертая тема. Старый дом в таежном краю. 3 часа. Традиционные жилые постройки Коми. Следующая тема – это народные ремесла. 3 часа. Как одевались раньше? На эту тему отводится 5 часов. В этой теме будет изучаться традиционная коми-одежда. Летняя одежда, зимняя одежда. Да? Коми-орнамент. 2 часа. Следующая тема. Льется музыка. На эту тему отводится 2 часа. В рамках данной темы рассматриваются Коми народные музыкальные инструменты. Ну и последняя тема – это наш дом, Республика Коми. На эту тему отводится 2 часа. Так, следующий класс, второй класс, значит, отводится 29 часов плюс 5 часов резервного времени, которое может использовать учитель, может какие-то темы ставить, да, и так далее. Так. Значит, в рамках данной темы изучаются следующие разделы. Природа Коми-края. Первая тема. Мира не узнаешь, не зная края своего. 1 час. Вторая тема. Поверхность земли Коми. 2 часа. Третья тема. Гости к временам года. 2 часа. Четвертая тема. Северные реки. 3 часа. Следующая тема. Что в лесу растет. 2 часа. Кто в лесу живет. 3 часа. Ну и последняя тема данного раздела – это Красная книга Республики Коми. 2 часа. Следующий раздел, который будет изучаться во втором классе, это раздел Коми-край вчера и сегодня. На этот раздел отводится 14 часов. Итак, давайте бегло рассмотрим темы, которые будут изучаться в данном разделе. Первая тема – где ты живешь? 3 часа времени. Под защитой золотой птицы 2 часа времени. Значит, в рамках данной темы будут изучаться государственные символы Республики Коми. Герб, флаг, гимн. Следующая тема. На каких языках говорит Республика Коми? 2 часа. Следующая тема. В селах древние былины. 2 часа. Огни растущих городов. 2 часа. И последняя тема. Во втором классе эта тема называется «О чем рассказал памятник». 3 часа времени. Так, третий класс. Значит, в третьем классе будут изучаться все 3 раздела. Раздел «Природа Коми-края», раздел «Культурное богатство Коми-края» и раздел «Коми-край вчера и сегодня». Итак, первый раздел «Природа Коми-края». В рамках изучения данного раздела будут изучаться следующие темы. Что рассказывает карта, подземная кладовая, край тайги и тундры, памятники природы. В разделе «Культурное богатство Коми-края» учащимся предложены следующие темы. Наследие предков, поверье древних Коми. Ну и последняя тема данного раздела – это по следам Стефана Пермского. Раздел Коми-край вчера и сегодня. Следующие темы представлены. Это в славном городе Усть-Вым, землепроходцы Сибири, столица Зырянского края, Ульяновский монастырь и Георгиевская ярмарка. Ну и последний, это 4 класс. Значит, в 4 классе отводится 30 часов учебного времени плюс 4 часа резервное время. Так же, как и в 3 классе, представлены все 3 раздела. Первый раздел – природа Коми-края. Адрес на конверте. Вторая тема – в гостях у лесника. Третья тема – заповедные места. Второй раздел –
Коми край вчера и сегодня. Следующая тема. Без труда нет добра. Соляной промысел. Как закалялось железо. Советская власть в таежном Вычегде. Земля-кормилица. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. И отделение Республики Коми. Наука правлять. Столица родного края. Ну и последний раздел – это культурное богатство Коми края. Следующая тема. Хранитель времени. Эта тема посвящена музею, Национальному музею Республики Коми. Финно-угорский мир. Ну и последняя тема – это как рождались народные праздники. Ну, так вот бегло мы рассмотрели тематическое название тем курса «Край, в котором я живу». Но сейчас более детально я хотел бы остановиться на учебном пособии, которое недавно вышло. Это учебное пособие, как и название курса, называется «Край, в котором я живу». Да, вот это пособие. Надеюсь, оно уже дошло до вас, вы его видите, да. И несколько слов, да, расскажу про данное пособие. Ну, во-первых, научным консультантом данного пособия является Эльвира Ивановна Полякова, да. И данное пособие прошло независимую экспертную оценку, прошло апробацию в сельских и городских школах. Ну, несколько слов я вам расскажу об условных обозначениях, а далее по работе с текстовым материалом расскажет вам Эльвира Ивановна. Итак, в учебном пособии есть следующие рубрики. Первая рубрика – это «Подумай и ответь». Данная рубрика, она представлена в каждой структуре учебного пособия, да, в каждой теме. Представляет собой вопросы для самопроверки младшими школьниками усвоенного краеведческого материала. Следующая рубрика «Выполни сам». Да? То есть рубрика выглядит в виде, значок в виде ручки. Представлена в структуре также каждой темы учебной книги и представляет собой задание для самопроверки младшими школьниками усвоенного краеведческого материала. Так, следующая рубрика для любознательных. Для любознательных это занимательные факты о Республике Коми. Еще одна рубрика – это удивительно, но факт. Это тоже факты, но уникальные, единичные факты о Республике Коми. Данная рубрика удивительного факта направлена на повышение мотивации школьников к освоению учебного курса. Ну и последняя, да, рубрика называется «Выполни дома». Это домашнее задание. Ну, следующее, о чем мы с вами поговорим, это работа с текстовым дидактическим материалом учебного пособия «Край, в котором я живу». Слово предоставляется Эльвире Ивановне Поляковой. Добрый день, дорогие учителя. Я всегда рада встретиться с вами, пообщаться, хотя бы так. Ну, давайте посмотрим, какие тексты представлены в учебной книге «Край, в котором я живу». Самое большое количество текстов – это научно-популярные тексты, научные тексты, где есть термины, понятия, есть авторские и неавторские тексты, которые составил сам автор учебника. И они самые трудные для начальных классов. Далее познавательные рассказы, художественно-познавательные рассказы. Это в основном рассказы Степана Раевского, Ивана Каданева, Ануфриева и многих других. Познавательные тексты, конечно, легче усваиваются, поскольку в них образный язык, есть герой, есть сюжетная линия, и работать с ними легче. Далее, художественные произведения разных жанров. Это сказки, стихотворения, рассказы. Они доступны детям и легко усваиваются, как и на уроках литературного чтения. С ними работать легче, с такими вот произведениями. Далее, произведения устного народного творчества. Это загадки, потешки, пословицы, поговорки.
не в каждом разделе, но встречаются. Особенно во втором классе, в третьем тоже есть. Есть небольшие тексты диалоги. В частности, текст диалога в гостях у метеоролога. Общение Василия Семеновича с староклассниками. Это в учебнике для 2 класса. Ну, такие тексты дети очень любят. Их можно инсценировать, допустим, да? Тексты диалоги. Дальше тексты, инструкции или памятки. Например, правила поведения на водоеме, правила поведения в лесу и так далее. Ну и есть еще несколько текстов ученических сочинений. То есть дети имеют возможность прочитать сочинения учащихся начальных классов. Это тоже очень интересно. И почему мы с этого начинаем? Очень важно отбор приемов, методов, форм. Ну, при отборе этих методов учитывать вид текста, тип текста и жанр. Вот это очень важно. Если это познавательный рассказ, то значит мы будем одни приемы использовать. Если научный текст, абсолютно другие приемы уже. Но есть и общие приемы. Так, рассмотрим далее мы методы формы изучения курса «Край, в котором я живу». Какие же методы формы мы будем использовать при изучении данного предмета? Самый основной метод познания родного края – это наблюдение. Ну, наблюдения бывают предваряющие изучение нового материала с целью накопления конкретных фактов об изучаемом предмете, то есть наблюдение до урока предваряют, да? Дальше наблюдение, сопутствующее процессу изучения нового материала, то есть наблюдение в процессе изучения этой темы. И, наконец, наблюдение, завершающее процесс изучения учебного материала, то есть уже после изучения этой темы. И следует сказать, что, дорогие учителя, у вас есть окружающий мир предмет и ведете дневник наблюдений, да? Также при наблюдении вести дневник наблюдений, делать какие-то записи в блокнотах, тетрадях, может быть, блокнот корреспондентский и так далее. Все записи или результаты записывать и их использовать на самом уроке по этому предмету. Следующий метод изучения – это экскурсии. Экскурсия. Ну, на самом уроке, наверное, очень сложно организовать экскурсию, да? И они чаще всего проводятся во внеурочное время. Целесообразно проводить экскурсии на одно и то же место. Допустим, мы определили парк или лес, или скверик, или поле, чтобы дети научились сравнивать изменения, которые происходят в природе в разное время года. И на основе экскурсии организуется какая-то классная выставка, выполняется творческая работа и так далее. Во 2 классе нет, но в 3 классе уже будет проектная работа, поэтому все результаты наблюдений, экскурсий использовать при выполнении проектных исследовательских работ. Следующий метод – это учебный диалог. Диалог, общение. Цель данного метода в процессе коллективного обсуждения открывать новые знания. Не учитель дает, а в процессе общения. Поэтому урок сам по себе урок. Поэтому предмет – это общение. Вместе решать проблемы, устанавливать алгоритм выполнения учебной задачи, вместе планировать деятельность на уроке, как лучше и так далее. А для того, чтобы был диалог, целесообразно включать вопросы размышления, которые позволяют создавать ситуацию учебную, речевую и так далее. Поэтому в учебниках очень много предтекстовых проблемных вопросов. И вот эти предтекстовые проблемные вопросы, вопросы размышления и позволяют организовывать учебный диалог. Далее, следующая форма очень интересная. Это познавательные минутки. Познавательная минутка – это может быть как компонент урока. Да, как компонент урока.
И они организуются по материалам 2 рубрик. Вот и уже Евгений Викторович сказал, рубрики для любознательных и удивительно, но факт. Вот когда мы работаем по этим рубрикам, и организуется познавательная минутка. Но не только по этим рубрикам, может быть, и дети самостоятельно что-то искали, да, и, пожалуйста, что-то интересное нашли, и учитель объявляет: ребятки, познавательная минутка. И вот я вот думаю, можно какой-то условный знак познавательной минутки вот так учитель поднимает, да, или можно это самое сделать, ну, стенд какой-то познавательный. Здесь же могут быть вопросы и так далее, и так далее. Вот появился какой-то вопрос, например, да, вот, и, пожалуйста, давайте открываем наши конвертик или там ящик познавать почемучки, может быть, это еще нужно, конечно, думать. Итак, познавательные минутки почти на каждом уроке. Почти на каждом уроке. Следующая форма – это работа со словарями. То есть мы должны формировать познавательный УУД, то есть пользоваться и словарями, и справочниками. В учебной книге имеются сноски, после текстов толковые словари для самостоятельного толкования. Ведь там толкование значения слов даны, это значит, дети сами должны прочитать. Но это совсем не значит, что все слова объяснены в учебнике. То есть мы в процессе чтения нашли какое-то слово, и говорим: ребятки, где же мы можем найти толкование этого слова? В словаре. А в каком словаре? В словаре Ожегова. Если есть в других словарях, пожалуйста. А еще где можно найти? В энциклопедии. То есть принести на урок энциклопедию, да, показать, ну и таким образом научить детей пользоваться справочной литературой, словарями и так далее, так далее. Толкование. Пусть даже можно создать такую ситуацию, например, какое-то слово: ребятки, учитель, вы можете сказать: а я точно не знаю, а где же мы можем это узнать? То есть создать условия, что и учитель затрудняется точно. Поэтому как бы объяснять значение слова нельзя, потому что здесь термины, здесь понятия. Вот. Ну и таким образом вот эта работа со словарями. Но это не как компонент урока, это как форма. То есть мы работаем, это в процессе чтения, может быть до чтения, может быть после чтения уже и так далее. Кстати, словарями мы пользуемся, когда работаем и с картинками, да, с репродукциями картин. Например, название, там про долину где-то у нас есть, называется картина так-то, а мы не знаем значение такого-то слова. Ребятки, что же такое? Могут и дети не объяснить как следует. Давайте посмотрим в словаре. Следующая форма – это дидактические игры. То есть мы должны и на этих уроках играть. Особенно в каких классах? В первом и во втором. Да, во втором. Целесообразно использовать такие игры, как «Угадай, кто», «Узнай по описанию», «Что лишнее». Это логическое. Спрашивай и отвечай, работа в парах. Вы называете тему, например, «Животный мир Республики Коми», спрашивай и отвечай и так далее. Да, я хочу несколько слов добавить по поводу дидактических игр. Вот будут разрабатываться рабочие тетради, в которых как раз будет достаточно много для первого, для второго класса дидактических игр. Да. И кроссворды, и ребусы, занимательный материал и так далее. Да. Очень распространенный прием – метод моделирования. Вот этот метод мы тоже взяли за основу. То есть это работа со схемами, опорами, таблицами, потому что здесь природоведческий и исторический материал. И вот этот материал исторический дети легче усваивают, если используем мы какие-то схемы. То есть схематически мы изобразим что-либо, да? Их можно детям предложить, конечно же, в готовом виде, а можно составлять в коллективной работе. После прочтения. Давайте мы составим сопоставительную таблицу, допустим, да, вот, и составляем вместе с учащимися. Это может быть на слайде, постепенно мы составляем, и таким образом дети лучше усваивают. Кстати, эти таблицы, мы вот думаем, наверное, можно в готовом виде, ну вот, чтобы прикреплять в виде этих самых, да, как памятки, как запомни и так далее. Вот, предположим, есть тема интересная «Красная книга».
Значит, таблица как будет представлять? В середине красная книга, а вокруг иллюстрации с надписями, да, и вот это же могут дети таблицу такую составить схематически, то есть те животные, которые занесены в Красную книгу, да, вот. И это будет как таблица настенная, пусть будет висеть, ну, может быть, месяц, может быть, и дольше, если мы красиво оформим, то есть эти схемы, таблицы должны быть оформлены красиво, значит, ну, ярко и так далее, красочно. Следующая форма – это работа с картой. Ну, при изучении каких тем? Например, Коми-край вчера и сегодня. Лучше овладеть научными знаниями поможет, конечно же, физическая карта. Не на всех уроках, но очень часто. Физическая карта Республики Коми. Вот эта карта позволяет увидеть местоположение того или иного объекта, например, рек, гор, городов, сел, границы и так далее. И вот возьмемте первую тему «Поверхность земли Коми» и тема «Каменные великаны». Уральские горы, а дальше там территорию Республики Коми опоясывают горы Полярного, Приполярного, Северного Урала. Если мы не покажем по карте, это пустые слова. Где же эти Уральские горы, где находятся? Вот это все нужно показывать. Или, например, такие-то реки, города и так далее. Это все нужно, конечно же, показывать. Несколько слов еще добавлю по поводу работы с картой. Да? В 3 классе есть целая тема, называется «Что рассказывает карта», где прямо в тексте написано, как правильно показывать реки на карте. И в 4 классе рекомендуется начать работать с административной картой. Во 2, в 3 классе с физической, в 4 классе с административной картой Республики Коми. Так, ну, дальше работа с иллюстративным материалом. Мне бы хотелось остановиться на том, значит, в учебной книге какие виды иллюстраций используются. Ну, очень много репродукций картин коми-художников. Вот не надо пугаться этого, что так много картин, и не просто это самое, а вот именно коми-художников. Дальше фотографий достаточно много. Они все авторские фотографии. И нам помогла молодая художница, иллюстрации, рисунки Анны Гордеевой. Лемирова, да? Можно сказать? Ну, в общем, мне эти иллюстрации очень нравятся. Замечательные, красочные, яркие иллюстрации молодой художницы Анны Гордеевой. Мы ей очень благодарны за это. Ну вот, работая с иллюстративным материалом, какие формы и приемы могут быть? Во-первых, анализ. То есть мы, когда открываем репродукцию картин или иллюстрацию, в любом случае, первый вопрос, что или кого мы видим. Да. Следует здесь продумать вопросы. Некоторые вопросы будут в методических указаниях, наверное, да? Методических рекомендациях будет целый раздел. Скажите, целый раздел, который называется «Работа с наглядным дидактическим материалом учебного пособия», да, в которой будет в первую очередь дана краткая справочная информация о художниках, которые изобразили, да, выполнили данную картину. Ну и методические рекомендации по работе с картиной. И вот то, что Эльвира Ивановна очень правильно сказала, что не надо сразу давать информацию о данной картине. А первое, нужно, чтобы учащиеся сами попытались описать. Давайте войдем в эту картину, потом описать. Что вы видите на ней. Следующий прием сопоставления этих иллюстраций картин с текстом. Для чего они даны? Для текста. Все картины связаны с текстами. Ну вот какие задания возможны. Например, прочитайте то место, которое подходит к картине. Это распространенное. Подберите из данных картин, подходящих к данному тексту или отрывку части текста. Найдите подписи из текста к данной картине. Сравните картину и текст. Сравните наблюдения с пейзажами на фото и репродукции. То есть есть фотографии и картины. Вот опять-таки я эту тему беру, каменные великаны. Вот, пожалуйста, это фотография, видно, да? Вот это фото, а это картины.
И дети, сравнивая, увидят, что же в них общее, что же одинаковое. Даже несколько картин на одну и ту же тему дети сравнивают, а оказывается, в разное время года это все происходит. Так, Уральские горы, но это гора, это на реке Вангар и так далее. Беседа на основе иллюстративного материала. Конечно же, различные творческой работы по созданию текстов, то есть по этим репродукциям картин и иллюстрациям, и по фотографиям дети составляют небольшие творческие работы, создают тексты, тексты описания, тексты рассуждения и так далее, и так далее. Следующая форма – это игра путешествия по родному краю или виртуальное путешествие по карте. То есть мы намечаем карту, да, и путешествие. Таким образом организуется воображаемое путешествие либо на автобусе, либо на самолете, или пешком по городу, которое позволяет проводить либо учитель, либо учащиеся. Я думаю, 3-4 класс уже могут организовать само это путешествие. Ну, мне бы хотелось остановиться, допустим, в 3-4 классе. Учащиеся заранее подготовят небольшие иллюстративные рассказы о выбранном городе, ну, свой город, например, или селе. Ситуация такая, вот при изучении темы, например, Сыктывкар, столица Республики Коми. К жителям города Сыктывкара приехали гости, представители финно-угорских народов. Они никогда еще не побывали в нашем городе. И что же мы можем им показать и о чем рассказать? Вот это, пожалуйста, мотивация. И это путешествие, виртуальное воображаемое путешествие, значит, проводит ученик 3 или 4 класса. Ну вот используются иллюстрации, которые здесь есть по теме Сыктывкар, страница 100, здесь очень много иллюстраций, или по селе Иб, например. Все эти иллюстрации, фотографии можно использовать да, в самом уроке. В учебнике имеется материал для экскурсий по ознакомлению с городами Ухта и Воркута, селами Усть-Вым, Иб, Усть-Цыма. Это во 2 классе. В последующих классах пока учебников нет, не будем говорить. Но с учетом условий, в которых существует, допустим, ваша школа, объекты для путешествий учитель может выбрать по собственному желанию. Исходя из собственного местного краеведческого материала. Да. Будем путешествовать, допустим, Карткировский район, да, в селах Карткировского района. Где? По райцентру Карткирос. Побываем в гостях у Корт-Айки. Троицко-Печорский и так далее, и так далее. То есть, дорогие учителя, нужно подходить ко всем этим приемам, формам, методам творческим, что-то изменять, что-то, какой-то краеведческий материал дополнять и так далее. Ну и теперь мы рассмотрим приемы, самые важные эффективные приемы работы с текстом. Я уже вначале сказала, что приемы зависят от типа текста, и поскольку в учебнике текстов много, то совершенствуются, формируются читательские умения. Как на уроках литературного чтения текста анализируем, так и здесь тексты, поэтому читательское умение. И целесообразно использовать технологию продуктивного чтения. Что это за технология? Какие умения формируем? Во-первых, видеть в тексте те вопросы, которые автор задает читателям. Видеть тот вопрос. Во-вторых, задавать свои вопросы автору по ходу чтения. То есть мы задаем вопрос. Да? На эти вопросы ответы может быть явные, а может и неявные, скрытые. То есть нельзя найти ответ прямо. Поэтому вот эти все вопросы как раз размышления. Прямого ответа, то есть выборочно мы не можем прочитать. Далее, спрогнозировать авторский ответ прежде, чем чтение будет продолжено. То есть дети прогнозируют, а что же будет дальше? Ученик прогнозирует, чем закончится, как будет развиваться действие. Ну и, конечно же, проверять себя по ходу чтения. Они так прогнозируют, а, допустим, давайте мы проверим это и так далее. Ну и поэтому для реализации этой технологии используют такой прием, как чтение по смысловым частям. То есть мы не сразу читаем, а мы будем читать кусочками, при этом делая остановки, паузы. Для чего эти остановки, паузы нужны?
Для того, чтобы, во-первых, может быть, объяснить слово незнакомое, во-вторых, поставить вопрос. И снова я хочу посмотреть, какие остановки можно сделать буквально при изучении второй темы «Каменные великаны», да, Уральские горы. Вот первое предложение. Каменный пояс, так величали Уральские горы в старину. Одно предложение прочитали и делаем что? Остановку. А для чего эта остановка? И вопрос. А почему так величали Уральские горы? Как вы думаете, каменный пояс? Вот дети обсуждают. Начинается обсуждение. Один так ответит, второй, третий, четвертый. Ребятки, а давайте мы теперь проверим, правильно ли мы ответили, правильно ли вы думаете. Дальше читаем снова одно предложение и снова пауза. И действительно, они как бы перепоясывают Россию, отделяя Европу от Азии. И снова показываем по карте. Вот Европа, вот Азия. А это как пояс между ними, перепоясывают. Вот, пожалуйста, мы работаем над словом «каменный пояс». Вот прочитали это предложение, и снова пауза. Нет, еще одно предложение. Эти горы самые старые на Земле. И опять вопрос. А когда же они образовались? Почему называют старые? Дети рассуждают, а дальше снова читаем. Уральские горы образовались много миллионов лет тому назад и были изначально высокими. Ну и дальше, и дальше, дальше. Вот, дорогие учителя, вам понятно по технологиям продуктивного чтения, что мы делаем остановки. И вот посмотрите, остановки ведь они разные. При чтении научных текстов, чтобы объяснить термин, чтобы поставить вопрос, логический вопрос для размышления. А при чтении художественных текстов остановка для прогнозирования дальнейшего события. И вот посмотрите, какой вопрос интересный можно задать при чтении художественно-познавательного рассказа «Вот так встреча» по Ануфриеву. Это в конце уже. Остановился я полакомиться ягодами. Я полностью не буду читать, это в конце уже. То есть рассказчик остановился. От кустика к кустику бреду и забрался в самую чащу. И вдруг вот остановка на середине предложения. И вдруг, ребята, что же могло случиться? А называется рассказ «Вот так встреча». И тем более есть иллюстрация. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация. Да? Анечка Гордеева нарисовала. И разные стороны бегут. Медведь и автор-рассказчик. И вдруг. И дети расскажут. И вот когда уже рассказали, мы говорим, ребятки, ну давайте теперь проверим, так ли это. И на самом деле все они сказали верно. Так, следующий кадр, пожалуйста. Дискретно. Вот обратите внимание, чтение по смысловым вопросам по-другому называется дискретное чтение, другое название дробное, прерывистое, комментированное чтение. Видите, сколько разных названий. Так. Ну, а при чтении, значит, художественно-познавательных рассказов используется формула вдумчивого чтения. Значит, этот прием называется 3П. Первое это П, это представляй. Второе П, переживай. И третье П, это понимай. Ну, представляй. Значит, дети должны хорошо представить. Это творческое воображение. Да? Читаем, дети все это представляют. Если есть иллюстрация, еще лучше, правда? По иллюстрации. Переживай, то есть какие-то чувства вызываем. Ну и последнее, понимай. Это значит, должны понимать тему, сюжет, идею и так далее. Если посмотреть уже научные тексты, здесь только понимай работает. 3П уже не действие. Тут переживаний нет никаких, потому что нет образа, нет героя. Вот вам, пожалуйста, то, о чем я вначале говорила. Мы должны видеть, это художественный текст или научный. В научном у нас только логические вопросы.
Хотела я остановиться на следующем приеме, хотя об этом мы уже не сказали. Следующий, пожалуйста. Прогнозирующее чтение, да? Вот это тоже входит чтение, это продуктивная технология продуктивного чтения. Прогнозирование может быть до чтения, либо по иллюстрациям, либо по заглавию, либо по опорным словам. Ну, опорных слов нет, поэтому, дорогие учителя, к текстам, пожалуйста, сами найдите опорные слова, а может, в методичке мы эти опорные слова будем давать, да? Вот. И дети, в общем-то, хорошо прогнозируют, о чем хотя бы тему, да? Теперь прогнозирование во время чтения. Ну, я вам проиллюстрировала, вот как встреча. С помощью еще внутритекстовых и предтекстовых вопросов, конечно, которые направлены на прогнозирование. Да, они тоже все на прогнозирование. Так, хорошо. Следующий прием – это маркировка текста или разметка по-другому. Маркировка. Что это такое? При чтении текста дети на полях, ну вот на полях мне не нравится, испортят книгу, поэтому я вот сидела карандашом, безусловно, а еще лучше на рабочих закладках. Мы сделали, где это моя рабочая закладка? Так, на рабочих закладках делает какие-то пометы. Вот, пожалуйста, рабочая закладка. Рабочая закладка рабочая. Да? То есть листок, и мы пишем страничку. Вот 49-я страница. Текст лечебной травы. Прикладываем к страничке, читаем, и в процессе чтения дети делают какие-то пометы. Если знают это место, галочка. Вот, например, в деревнях почти в каждом доме хранятся сухие травы, ягоды, корни и так далее. Это знают. Вот поставили галочку. А дальше читаем про тысячелистник. Тысячелистник по коме называется кырдой. Это новое для меня. Поставил крестик. Плюс поставил. Дальше. Это соответствует целебным свойствам растения. Тысячелистник обычно привязывали к ранам для остановки кровотечения. И тут ребенок ставит восклицательный знак, потому что ребенок удивился. Может быть и другой знак. Ну и так далее. Затем мы работаем на следующей страничке. Перевернули, это уже 50-я страница. И снова работаем на 50-й странице уже. Тут у меня точка. Точка что означает? Или кружок. Очень важное следует запомнить. А поставил ребенок, когда мы читаем про золотой корень растет в основном в тундре и предгорьях Урала. И учитель про золотой корень рассказывает, целебное, стало интересно, и вот важно запомнить. Ну и так далее, и так далее. Вот такие условные знаки могут быть. И следующее, там условные пометы с помощью буквы маркировка, да? Так, буква В, нужно задать вопрос тексту или взрослому. Буква И, это мне уже известно. Там галочка, а тут можно буква И. Буква Н, это новые для меня сведения или факты. Новое Н. И буква П следует подумать или проверить самого себя. П, подумать, проверить, буква П. Поэтому как удобнее, либо с помощью знаков или с помощью буквы. Уже выберет сам учитель, дорогие учителя, выбирайте, но маркировка текста, разметка очень детям помогает. То есть они осмысленно не просто читают бездумно, а они уже вчитываются в каждое предложение, в абзац, что здесь новое, это я знаю или не знаю. И в конце они могут потом обобщить, что же новое получил, что до этого знал и что не знал, о чем, что новое узнал. Да, вот я хочу добавить, что в методических рекомендациях будет такая рубрика «Учителю на заметку». И вот в данной рубрике как раз будут эффективные методы и приемы работы с текстом будут как раз описаны. В том числе это маркировка текста, бортовые журналы и другие приемы, которые характерны для развития навыков критического мышления учащихся. Да, это критическое мышление. В общем, очень интересная методика. Да.
В общем, дети любят. Да. Вот эти мы уже пробовали, экспериментировали, апробировали учебники. Да. И при апробации учителя сказали, что ой, это маркировка, разметка, это так дети любят. Ну, пожалуйста, не портите только, потому что когда апробировали, там были такие не красочные, пробные учебники. А здесь уже, ну вот и рабочая закладка, да? Следующий прием – мотивировка названия. Вот не надо проходить мимо названий, да? Всегда любой текст начинается с заголовка, заголовок или название. Есть такой, часто мы задаем вопрос, а как вы думаете, почему автор так назвал? Задавайте вопросы, где можно. Еще очень интересная мотивировка названия через коми-язык. То есть, смотрите, мы здесь, поскольку родной край, мы каким-то образом задействовали коми-язык. Например, очень интересный рассказ Раевского «Лесная кошка Выркань». Вот так и называется «Лесная кошка Выркань». Для мотивировки этого заголовка мы используем прием перевода с коми на русский. Выркань. Выр – это лес, а кань – это кошка. Значит, лесная кошка. А по-русски это у нас рысь. Да? Рысь. Вот такое интересное название. По-русски вот никак не объяснить. Рысь-рысь. Рысь у нас творог еще по-другому называют, да? Дальше. Или второй рассказ Раевского «Уркай». Ведь, смотрите, при переводе авторы, которые переводили тексты Раевского, он же по коме пишет, они не стали писать клёст, а «Уркай». Белка. Белка. Ур. Белка, а кай – это птица. И вот дети должны объяснить, да, почему же так интересно назвали. А вот тут дети, то есть коми народ такую примету заметил, что клёст, значит, полакомится шишкой семена, да, и эту шишку выбрасывает на землю. В это время туда прибегает белочка и кормится еще семенами шишек белка. Вот и уркай назвали. Смотрите, какую интересную примету. Ведь детям это тоже интересно. Почему по коме-то так назвали? И что получается? У нас дети, изучая край, в котором я живу, этот предмет, какие-то коми-слова запоминают. А почему бы нет? Мы можем видеть перевод других текстов, других названий. Вот по коми так, а по-русски так и так далее. Да, межпредметные связи. Межпредметные связи, да, это называется. Надо сказать, что в учебном пособии «Край, в котором я живу» для 2 класса даже есть такое название, да? Прочитай произведение Степана Семеновича Раевского «Уркай» и объясни, почему листа назвали именно так. Так. Да. Угу. Какие повадки этой птицы подметил коми народ. Да. Это задание есть в самом учебнике. Да. Угу. Дальше озаглавливание текста по-другому, пожалуйста. По-другому. Например, ценное дерево. В разделе «Что в лесу растет». Как же еще можно назвать по-другому? Березу по-другому назвать. Ценное дерево. Или мотивация названия текста для создания сравнительного описания. Очень интересное название «Ягоды-сестрички». Ягоды. Дети пока не знают. Да. Вы скажете «Ягоды-сестрички», начинают думать, а может быть это голубика и черника? Может быть. Еще другое. А тут автор пишет про ягоды-сестрички. Это сам составил. Клюква и брусника. Да. Вот автор этого текста. Вообще, конечно, очень много текстов составил сам Евгений Викторович. За это ему спасибо. Прогнозирование по заглавию текста мы уже говорили. Например, читая «Раевский лесной доктор», как вы думаете, о какой птице речь пойдет? Кого же называют лесным доктором? И почему? И почему? А вот почему мы больше узнаем, если до конца прочитаем текст. Да. Ну и следующий прием – решение логических задач или вопросов размышлений. Логические задачи. Мне очень понравилась книжечка Виноградовой, Нины Федоровны Виноградовой, рассказы, сказки о природе, рассказы, загадки о природе. Вообще надо тексты использовать, если мы даем дополнительно, не назвать в тексте это животное или птицу и так далее, а без. Это птица,
она и так далее. И дети догадываются, а какой птица? Вот это тексты на логическую задачу. Мы решаем задачи, что это за животное, что это за растение, что это за река и так далее, и так далее. Какая река? Иногда, вот это я в работах Виноградовой читала, при чтении текста учитель допускает ошибки или неточности. Но я думаю, в 3-4 классе можно. Это на внимание. Вот, допустим, дается план текста, и по плану начинает учитель читать. И специально опускает какую-то часть, допускает ошибку. Невнимательные дети не заметят, а внимательно скажет: нет, что-то тут не так. Что-то надо исправить. Да, что-то надо исправить. Вот это все логические задачи. Вот там, пожалуйста, развитие интеллектуальных умений, да? Теперь следующий прием очень интересный. Сравнение произведений разных жанров на одну и ту же тему. То есть тема одна, а произведения разные, причем разных видов. И вот для примера я бы хотела привести научный текст Печора. Это научный текст, я не помню автора. И на 30-й странице можете посмотреть. И стихотворение Пантелея Образцова «Печора». Вот можно начать со стихотворения Печора, страница 31. 31. У нас есть время еще, да? Суровые просторы, спеша издалека, течет, течет Печора, могучая река. Несет седые воды, в пути поит стада, качает пароходы, рыбацкие суда. С Уральского предгорья ее речная гладь спешит в студенном море волною погулять. Вот посмотрите, мы, если начнем со стихотворения, нам непонятно. О чем? О чем? Печора, ну да, могучая река. А где это Печора? В какое студенное море спешит погулять? Как это студенное море называется? Посмотрите. То есть мы мотивируем. А давайте теперь текст прочитаем, Леонцевич. Владимир Михайловича. Замечательные тексты. У этого о нем мы тоже дали сведения. Все тексты у него, конечно, научные. И вот, читая, мы обращаем внимание на то, что, читаю, река Печора впадает в Баренцево море. Вот оно, море студенное. А какое это море? Студенное. А ведь еще в начале это было написано в суровые просторы. То есть, смотрите, анализ вот таких художественных текстов не для выразительного чтения, интонации и так далее, а понять каждое слово. Суровые просторы. Значит, где-то на севере впадает куда-то это самое не южное, а суровое. А еще где студенное море. Вот, то есть вот эта связь мы должны все время сопоставлять. Если сопоставление двух текстов. Художественного жанра и научно-популярного жанра. Да. Может быть, это художественное. Может быть, это, вот смотрите, примета у нас есть, да, рассказ Раевского «Примета» и приметы сами. А что это такое? И вот мы сравниваем постоянно. Беседа, дискуссия на проблемные вопросы. Ну, мы уже повторяемся, учебная дискуссия в учебнике. Вот смотрите, интересные вопросы какие есть. Почему разведение рыбы считается сложным делом? Как ты понимаешь смысл выражения «лес кормит»? Вот это все проблемные, все они предтекстовые. Почему растительный мир является бесценным сокровищем нашего народа? Растительный мир – бесценное сокровище. Вот. Растительный, то есть растения. И вот мы будем доказывать. Кстати, вот эти проблемные вопросы могут быть как эпиграфом урока. И вот целый урок мы работаем, и снова мы возвращаемся к этому проблемному вопросу. Только в конце занятия. Только в конце занятия, да. Дальше знакомство с писателем. Следующий прием. Ну, писателем это, конечно, при чтении познавательных рассказов, да. Это может быть короткий рассказ, причем рассказ может быть до чтения и после чтения. И постепенно, раз много рассказов у Раевского, дети дополняют. Следующий рассказ, еще что мы? А мы заметили, что хорошо знает приметы, наблюдательный. А еще что заметили? Оказывается, любит фотографировать. И из каждого текста мы что-то о Раевском узнали. А потом где-то мы прочитаем, может быть, слайд сделаем, могут дети это подготовить в 3-4 классе и так далее.
История создания произведения – это сложно, но где можно, пожалуйста. Беседа о личности писателя, выяснение позиции. А если позиция писателя, мы будем читать произведение с позиции писателя. Значит, какие вопросы? А что показалось удивительным самому писателю? Чем он удивился? Чему удивился? Что удивительного увидел автор в «Зимнем лесу»? Ну и так далее. Если надо остановиться, я остановлюсь. Так, ну и, конечно же, расскажите о писателе, каким вы его представляете по этому рассказу, каким вы представляете. Можно показать портрет, сказать, ребятки, внимательно посмотрите на портрет. Вот как вы думаете, какой он? Добрый, а еще? Ну и так далее, вот как о человеке. Так, беседа. Беседа как прием. Причем беседа может быть вступительная беседа. Особенно беседа должна быть обязательно на уроке как компонент урока, когда новая тема начинается. Новая тема, да? Значит, мы должны войти, помочь детям войти в эту тему. Второй вид беседы – это сопутствующая беседа для понимания прочитанного. Вот, и тут возможны толстые и тонкие вопросы. Так ведь? Тонкие вопросы, где, куда и так далее. Эти вопросы, в общем-то, на уроках этих мы очень редко задаем. Здесь не важно. А вот толстые вопросы. Почему, как вы думаете, в чем связано это и так далее. Ну и в конце урока концептуальные, смысловые или обобщающие вопросы. Беседа по содержанию, в целом обобщение из полученной, беседа о полученной информации. Так, ну я немножко уже пропускаю. Сопоставительная таблица, анализ познавательных текстов. Например, при изучении темы «В гости к временам года» сопоставительная таблица оформляется. Погода в разное время года на севере и на юге республики. Не надо давать готовые здесь. А таблицы составляют. Ребятки, давайте сделаем это в рабочих тетрадях можно. Значит, поделили тетрадь на две части, будут задания. Вот север, вот вторая колоночка юг. Мы читаем и сразу заполняем. Север. Дует холодные северные ветра. Пишем. Про юг читали. Больше теплых солнечных дней в году. Здесь больше, здесь меньше. Дальше, ну и так далее, так далее. Поэтому постепенно. А дальше по этой таблице мы пересказываем. То есть вот эта таблица составляется вместе с детьми, и уже дети вместе и как бы пересказывать, рассказывать и так далее. Например, очень, по теме... Очень эффективно, я хочу добавить, это очень эффективный прием, да, перевод текстового материала в табличную форму. Табличную форму, да. То есть таблица сжата кратко, то есть то, что нужно запомнить. Все остальное там вода. А вот мы должны это запомнить. Дуют холодные северные ветра. Холодно можно написать. А здесь тепло, больше солнечных дней. Так, морозы, север 40-45 градусов, а здесь до 25 градусов. Ну, сейчас иногда 30, но редко бывает. Ну и так далее. Так, дальше. Текстовый материал, методический аппарат, учебные книги, край, в котором я живу, позволяет совершенствовать у младших школьников речевые умения. Вот я об этом могу говорить час или два или три. Сколько речевых умений, сколько творческих Нет, следующий, пожалуйста. Вот здесь очень кратко приемы. Заполнение схемы незаконченного рассказа. То есть мы даем модель текста. Модель. Детям надо текст составить, а самостоятельно второкласснику трудно. А мы дали модель. Такие модели мы в рабочих тетрадях будем давать, да? И дети просто заполняют. Что-то написано, начало дается, концовка дается, начало предложения дается. То есть детям нужно помочь составить рассказ там, или описание, может быть, любой текст. Очень интересный вид рассказа от имени животных. Расскажу я вам о себе. Например, я белка-путешественница. После чтения рассказа Данила, я белка-путешественница. Я бурундук. А я дятел, а я олень, а я, значит, лось, я снегирь. И будет рассказывать, как мне
детки, трудно зимой без корма и так далее. То есть он будет рассказывать эмоционально. От имени зверя. Да. От имени зверя. И вот чтобы подготовить такой рассказ, он же должен в энциклопедии прочитать. Но то есть превращаемся в животные, которые или птицы и так далее, которые у нас обитают. Так, мы остальное не будем брать на территории Республики Коми. Создание текстовых описаний. Посмотрите, пожалуйста, здесь при изучении каждой темы у нас описание. Опиши виды земной поверхности, характерные для вашей местности. Какими словами можно описать красоту Уральских гор? Кстати, там описание по картине дети составляют, выбирают одну какую-то картину. Там три картины, репродукции, и выбирают прекрасные картины. Но это 2 класс, наверное, устно. А написание они могут 1 или 2 или 3 предложения. То есть вот эти творческие работы должны быть разноуровневые, безусловно. Или какое сейчас время года? Расскажи о нем. Значит, учащиеся, раз это осенью, дети читают сказку «Погода мать» 4 ее дочерей. И вот они описывают осень, то есть то время года, которое сейчас. Здесь можно использовать материал наблюдений и так далее. Описание реки по плану на 34-й странице, описание лося по картине 55-я страница, описание сороки после чтения рассказа Раевского «Сорока» и так далее, описание оленя, и возможность сравнительное описание. Но устно, потому что так, конечно, очень сложно, да, письменно. Клюква и брусника, лось и олень, рысь и домашняя кошка. Там есть даже задание, чем отличается рысь от домашней кошки. Вот. Но чтобы составить, опять-таки, сравнительное описание, детям сложно. И я бы хотела вам показать мои книжки, может быть, вы их видели. Значит, одна книга вышла в издательстве «Учитель» в городе Волгограде. Называется «Русский язык 1 и 4 класса. Речевые уроки». И вот тут очень много творческих рассказов, в частности, сравнение описания, сравнение клюква и брусника, да? Первые признаки весны, весна в лесу, встреча пернатых друзей и так далее, и так далее. И вторая книжечка «Методика, работа над сочинением в начальных классах». Вот эти 2 книжки мои, они, конечно же, детям, учителю помогут поработать над текстами разных типов. Постановка логических вопросов размышлений. А раз много вопросов размышлений, значит, дети составляют тексты какие? Какого типа? Рассуждения. Поэтому, хотите не хотите, нужно поработать над этими текстами. Структуру этого текста. Сначала тезис. Вот. Почему трясогузку так назвали? Вот видите, вопрос какой. Почему дятел является лесным доктором? Значит, рассуждение, сначала тезис, а потом рассуждение. Дятла назвали лесным доктором. Так назвали дятла, потому что и начинается, и в конце вывод. Вот поэтому и назвали дятла лесным доктором, как заключение. Значит, мы должны, если мы требуем от детей вот таких рассказов в учебном пособии, да, значит, поработать немножечко. Ведь смотрите, интегрированные уроки мы говорили, русский язык и краеведение, да, русский язык, литературное чтение и краеведение. То есть эти предметы очень тесно связаны. Почему школу называют 2-м домом? Текст называется 2-й дом, а вопрос есть в учебнике, значит, нужно на это об этом рассказывать. Еще один прием – составление текста на основе нескольких произведений, дополнительной литературы и рассказов взрослых. Например, очень хорошее высказывание Раевского. «Удивительно мудро устроила природа лесную жизнь». Вот, ребята, это высказывание Раевского. Давайте мы составим на основе всех рассказов Раевского, да, всех рассказов, и то, что о чем наблюдали, составим устный рассказ. «Удивительно мудро устроила природа лесную жизнь». Вот это, опять-таки, как эпиграф всего раздела о природе. Составление загадки. Вот тут есть загадки о животных. Мы по лесу гуляем и загадки сочиняем. Создание текста в форме писем, пожалуйста, на уроках.
этих составляйте письма. Письмо обращение к детям об охране природы, например, тема «Берегите лес». Вот. Или письмо просьба. Целый, да, вот прочитайте, пожалуйста. Вот даже задание есть. Напиши письмо в разделе. Значит, в разделе, о чем рассказал памятник, придумай и напиши письмо с фронта от имени бойца. Да? Какое интересное задание, которое можно сделать от имени бойца. Да. Угу. То есть письмо. А раз мы такие задания включаем, пожалуйста, из чего состоит письмо? Обращение, дорогие дети. Вот письмо обращения, дорогие дети, или дорогие второклассники, или дорогие дети села такого-то конкретно. Дети же будут писать. Это обращение от имени птицы. Снегирь просит, да, что-то. Сделайте там кормушки и прочее. Понимаете, то есть это опять-таки на мотивацию хорошо работает. Создание познавательной сказки по аналогии. Конечно, замечательно, но это только где-то в 3-4 классе. Вот одна студентка у меня писала дипломную работу. Там такие сказки дети сочиняют. Думаю, боже ты мой, это как Сладков, как Шим и так далее. То есть хорошие тексты получились. Может, будут будущими Сладковыми. Пусть, пожалуйста, написание заметки в школьную газету и так далее. Ну, мы много говорили о следующем приеме. Наверное, сильно не будем обращать внимание на следующий прием чтения и анализ предтекстовых вопросов. Ну, вот, предтекстовые. То есть перед текстом вопроса размышления, там есть пословица, там нужно объяснить смысл заголовка, вопрос для проверки знаний даже, и вопрос, требующий утверждения каких-либо положений и фактов. Так, следующий прием – приведение конкретных примеров и фактов на основе наблюдения и опыта. То есть это прием, конечно, сложный, из конкретных примеров. Например, какие грибы растут в лесах твоей местности, какие из них съедобные. Вот тут пусть родители помогают. Да, там, по-моему, задание такое есть с родителями вместе, да. Сходите в лес, там поинтересуйтесь, какие грибы съедобны. То есть одно дело текст прочитали, а другое мы пошли в лес и увидели, вот, пожалуйста, грибы, а вот мухомор несъедобный. Своего рода это поисково-исследовательская работа. Тем более это взаимодействие с родителями способствует развитию коммуникативных универсальных учебных действий. Да. И еще об одном приеме: поиск дополнительного познавательного материала и использование знаний, полученных детьми самостоятельно на уроке в процессе анализа произведения. То есть тут уже, наверное, индивидуальные какие-то задания будем детям давать, да, потому что всем найти информацию может быть и сложно. Одному. Вот смотрите, задание интересное. Найди информацию о капризах погоды в твоей местности. Капризы погоды, там текст, да? В каком году была самая холодная зима, а в каком году самое теплое лето? Это сложно, это родители. Это да? С родителями вместе. Да. Вот, после чтения в гостях у метеоролога. Или, если ты живешь в городе, подготовь небольшой рассказ о достопримечательностях, театрах, музеях, учебных заведениях твоего города. Ну, дети Воркуты, Ухты и так далее, пусть ищут материал. А вот если ты живешь в селе, это сельские дети, подготовь рассказ о достопримечательностях твоего села, знаменитых земляках и так далее. Ну что, несколько приемов мы успели рассмотреть за это ограниченное время. Конечно, это не все приемы, безусловно, их гораздо больше. Я думаю, что мы с Эльвирой Ивановной подготовим общие методические рекомендации по работе с курсом «Край, в котором я живу». Но вот то, во всех классах, с примерами и так далее. Но, опять же, сейчас уже идет активная работа, и я думаю, что к октябрю месяца она будет завершена. Будут разработаны методические рекомендации к учебному пособию «Край, в котором я живу». Уроки ваши. Поэтому, так что благодарю вас, дорогие уважаемые коллеги, за внимание. И хочу вам пожелать удачи в изучении родного края. Всего вам хорошего. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.